Об этом трубят все новости. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как мигранты из Таджикистана помогли поймать рецидивиста в России. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. В России двое граждан Таджикистана, находящихся в трудовой миграции, обратились с заявлением в полицию на обманувшего их мужчину, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому району. Преступником оказался 27-летний приезжий из Забайкалья. Сразу после приезда в Хабаровск он встретил таджикистанцев, которые приютили его ночью в своей мастерской. Мошенник сходу пообещал таджикистанцам помочь в получении миграционных документов, похвастался связями с ФСБ и даже сделал несколько важных звонков фальшивому генералу. Сначала мужчина пообещал решить вопрос с регистрацией и патентом за 20 тысяч рублей, а потом попросил еще денег. Второй уроженец Таджикистана и вовсе был готов отдать преступнику 70 тысяч рублей. Как вы относитесь к тому, что на мигрантах в России вечно пытаются нажиться? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Надо бороться с коррупцией. Это тоже очень важный момент, который заключается в том, что органы власти, управления, правоохранительные органы должны исполнять свои обязанности и не садиться на какие-то левые деньги. После того, как мигранты обратились в полицию, оперативники организовали передачу фальшивых денег под наблюдением и задержали мошенника с поличными. Следователями края уже доказана причастность обвиняемого как минимум к 2 противоправным эпизодам. Кроме того, выяснилось, что задержанный уже был судим в Екатеринбурге и в Сызрани. Дело было рассмотрено в особом порядке, вину подсудимый признал в полном объеме. Преступника приговорили к 2,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Различные правозащитные организации, мы уже несколько раз повторяли о том, что если мигрант хочет получить какие-то документы, то не стоит делать это через посредников, а идти в официальные структуры и оформляться там. Да, действительно, это занимает много времени, сил и ресурсов, но тем не менее, попасться на крючок к мошеннику отберет у вас намного больше сил, времени и денег. Вы согласны? Что касается этнической преступности, садитесь, пожалуйста, то ее не существует, как известно. Есть добропорядочные люди, законопослушные, а есть преступники. И это не зависит от национальности или от вероисповедания. Преступность не имеет этнической окраски. И согласна с тем, что в случае таких правонарушений каждый должен обращаться в полицию или в соответствующие органы и тем самым помогать нашим соотечественникам не попасться на крючок. Напишите свои мнения, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!